Всем привет! С вами снова рубрика про книги. И с вами я, его ведущий Татьяна. Книжный АСМР. В 2008 году, когда над англоязычным миром засияла новая звезда Стиг Ларсон, Швеция тогда воспринималась как подставщик жанра шведский скандинавский нуар. Но в то же время появляется новый писатель Фредерик Бакман, который ломает этот стереотип. Кто же такой Фредерик Бакман? Давайте сначала пару слов о самом писателе. Фредерик Бакман родился в 1981 году. А в 2006 году он начинал свой путь как журналист. Он писал для газет и для личных блогов. В 2006 году он заводит свой личный блог, где пишет о подготовке к свадьбе. Неожиданно где-то в газете он натыкается на статью о человеке, который подал в суд на зоопарк. После этого в блоге автора появляется новый персонаж, который полюбился многим тысячам читателей. О чем же книги Бакмана? Главными героями его истории являются дети и пенсионеры Швеции. Как правило, дети и пенсионеры, они мало защищены, и их может обидеть каждый. Над его книгами не стыдно плакать, потому что понимаешь, что такая литература помогает ощущать физическое присутствие другого человека. Ощущать, не прикасаясь физически. На книги Бакмана почти нет рецензий в медиа, зато можно найти сотни отзывов читателей. Вторая жизнь Уве. На первый взгляд, Уве самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты, соседи, которые неправильно паркуют свои машины, продавцы в магазине, говорящие на непонятном языке, бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Если написать в нескольких словах, то вторая жизнь Уве – это история о пожилом мужчине с большим и добрым сердцем. Тревожные люди. В маленьком шведском городке накануне Нового года вооруженный пистолетом человек в маске после неудачной попытки ограбить банк захватывает 8 заложников во время показа покупателям выставленной на продажу квартиры. У подъезда тут же собирается толпа жадных до сенсаций репортеров. Полиция блокирует все подступы к дому и готовится штурмовать квартиру. Атмосфера накаляется. Не выдерживая нарастающего напряжения, заложники делятся друг с другом своими самыми сокровенными тайнами. Вскоре грабитель начинает склоняться к тому, что, возможно, лучше добровольно отдать себя в руки полиции, чем продолжать оставаться в замкнутом пространстве со всеми этими невыносимыми людьми. Здесь была Брит Мари о ценности человеческого общения и важности второго шанса. Брит Мари появляется в образе не совсем понятной в общении владелицы многоквартирного дома, в котором живет Эльса со своей семьей. Брит Мари не выносит беспорядка. Она всегда ужинает в 6 вечера, поскольку именно в 6 ужинают приличные люди, и встает в 6 утра, потому что только сумасшедшие встают позже. И вовсе она не пассивно-агрессивная, как говорят о ней большинство окружающих, ни в малейшей степени. Просто люди иногда воспринимают ее благожелательные замечания как критику, но она ничего такого не имеет в виду. 3 новеллы. Новеллы Фредерика Бакмана проникнуты тем же мягким юмором и теплотой, что и его романы. Это современные притчи на вечные темы или сказки для взрослых, написанные непростыми словами, о самом важном – о смысле жизни и о смысле смерти, о безжалостном времени и человеческой памяти. Сделка всей жизни, и с каждым утром дорога домой становится все длиннее. Себастьян и тролль. Это пронзительные новеллы, маленькие истории, сбивающие с ног с эмоциональной силы.
И последняя книга «Мы против вас». «Мы против вас» продолжает начатый в книге «Медвежий угол» рассказ о небольшом городке Бьорнстед, затерявшемся в лесах Северной Швеции. Здесь живут суровые и гордые трудолюбивые люди, не привыкшие ждать милости от судьбы. Все их надежды на лучшее связаны с местной хоккейной командой, рассчитывающей на победу в общенациональном турнире. Но трагические события накануне важнейшей игры разделяют население городка на два лагеря, а над клубом нависает угроза закрытия. Его лучшие игроки, а затем и тренер уходят в команду соперников из соседнего городка. Туда же перетекают и спонсорские деньги. По мере приближения решающего матча спортивное соперничество все больше перерастает в открытую войну. Одни, ослепленные эмоциями, совершают непоправимые ошибки, другие охотно подливают масло в разгорающееся пламя взаимной ненависти. К чему же приведет это «Мы против вас»? За десятилетия без малого Фредерик Бакман стал самым продаваемым, самым успешным, а также самым переводимым автором Швеции. Его книги переведены на 46 языков мира. На сегодня Бакман написал 6 романов и 1 научно-популярную книгу, а экранизация его книги «Вторая жизнь Уве» номинирована на 2 премии «Оскар». И мы надеемся, что сегодня мы смогли для вас открыть такой удивительный и добрый шведский мир Фредерика Бакмана. Читайте хорошие книги и до встречи в следующем выпуске. Психопаты разве гулять не ходят?